Руководитель фонда «Послы доброй воли Абхазия» Мина Лазба рассказывает, как вся эта техника в лингофонном классе будет работать и какие возможности она открывает ученикам. Первым его возможности опробовал министр образования Дгурка Коба. Изучать абхазский язык в лингофонном кабинете будут одновременно 10 детей. Учитель может общаться как отдельно с одним, так и со всеми вместе. Более того, есть возможность диалога. Материал, которым обучают детей языку, хранится на аудиодисках. Также учитель может и сам составлять аудиоуроки и воспроизводить на занятиях. Пока вот начали мы с 10-й школы и надеемся, что это будет удачный опыт в дальнейшем изучении абхазского языка, потому что этот кабинет позволяет улучшать навыки устной речи и в целом культуры речи родного или неродного языка, в нашем случае абхазского. Возможностей у этого кабинета много, 10 учеников могут одновременно изучать язык, они могут прослушивать аудиоматериалы и учебные пособия, есть возможность подключать детей в диалоги, возможность преподавателя подключаться и комментировать какие-то диалоги, записывать детей и проводить работу над ошибками. То есть записывать и воспроизводить, и прослушивать то, что они сказали или сделали. Что касается детей, они еще не совсем понимают, как им предстоит тут учиться. Тем не менее, многие из них уже успели сесть за парты, надеть наушники и включить микрофоны. Николь Зантария свободно говорит на абхазском языке, но хочет усовершенствовать свои знания, и поэтому ходить сюда она будет с удовольствием. Могу выразить свою мысль, которая у меня в голове, разговариваю нормально. Я хотела бы еще лучше знать свой язык. В таком случае такой кабинет, как ты думаешь, как считаешь, он нужен, он поможет? Нас учат, как правильно произносить буквы, как правильно произносить слова, и в какой-то степени, да, конечно, это поможет нам лучше разговаривать на абхазском языке. Создание лингофонного кабинета в 10-й школе – это первые шаги на пути к современному и более эффективному способу обучения детей. Такую практику необходимо внедрять и в остальных школах. Вообще развитие технологий в системе образования – это в первую очередь дает возможность гораздо более лучше персонализировать систему образования под каждого человека. И, конечно же, подобные начинания – это сплошные плюсы, поскольку в современных странах развивающихся вовсю IT интегрируется в процесс обучения. Но если говорить о подобном кабинете, то я считаю, что, конечно же, было бы хорошо, если бы подобные кабинеты были во всех школах. Уже сегодня руководство школы создает группы детей для обучения. Ученики будут заниматься в этом классе с преподавателем дополнительно после уроков. Сколько будет длиться полный курс обучения, пока неизвестно. Насколько полезен будет этот кабинет, это зависит от нас, как мы будем работать. Впервые, еще раз повторяюсь, лингофонный кабинет мы хотим использовать для изучения родного языка. Ни для кого не секрет, что у нас не все дети в совершенстве владеют родным языком. Вначале мы хотим набрать группу детей, плохо владеющих языком. Мы хотим с 5 класса пока начать. Пока только одна группа. Пока будет работать одна группа. Ну, а дальше потом уже видно будет, как мы будем работать. Для послов доброй воли это не первая помощь различным организациям Абхазии. По словам руководителей фонда, необходимо вкладывать больше сил и времени на создание лучших условий для обучения подрастающего поколения. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.